Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми Республиканском институте развития образования на заседании Республиканского методического объединения классных руководителей. Всех хочется поздравить с началом учебного года, ну и, конечно же, вашим образовательным организациям пожелать безопасности. Такая тема сегодняшнего нашего заседания. Я рада огласить программу нашего заседания и представить наших спикеров. Об обеспечении пожарной безопасности в образовательных организациях, а также в быту расскажет более Максим Андреевич, старший инспектор организации надзорных и профилактических мероприятий, Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми. Об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных организаций расскажет Агульныров Олег Васильевич, заместитель начальника Управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми. О безопасности дорожного движения расскажет Полякова Мария Николаевна, старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения у ГИБДД МВД по Республике Коми. Об обеспечении безопасности и защищенности детей на водных объектах и вблизи водоемов расскажет Агеева Ирина Игоревна, инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Коми. Также мы сегодня с вами поговорим о реализации федерального проекта «Разговор о важном». Я представлю вам новый сборник, который станет помощником именно при реализации данного проекта. Ну а сегодня же мы с вами подготовимся к следующему внеурочному мероприятию «Разговор о важном», который посвящен 165-летию со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского. Ну что, передаю слово Максиму Андреевичу. Пожалуйста. Конечно. Добрый день, уважаемые участники заседания. Хочется отметить, что вопросы обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми находятся на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Республике Коми. Хочу начать со статистики, которая у нас сложилась в текущем году. В текущем году, значит, на объектах образования произошло 3 пожара. Причем 2 объекта это непосредственно в образовательных учреждениях, и 1 пожар у нас произошел в аппарате управления Министерства образования недавно, Министерство образования Республики Коми. Причинами пожаров явились неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Кроме того, до 11 случаев возросло у нас количество оперативных событий, связанных с короткими замыканиями в электросетях и в электрооборудовании. В прошлом году у нас было всего 4, то есть видите, какое количество ложных срабатываний, оперативных событий, связанных с короткими замыканиями, произошли в этом году. Все данные факты говорят, что отсутствует контроль со стороны ответственных лиц за электрооборудованием, электросетями, а также имеются факты эксплуатации электрооборудования, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Хочу отметить, что надзорные органы Главного управления на сегодняшний день не наделены полномочиями по всесторонней оценке состояния электрооборудования. То есть у нас есть свои надзорные органы в Российской Федерации, которые ответственны как раз за состояние и контроль электрооборудования. Если ранее, придя на проверку, инспектор мог запросить технический отчет о замерах сопротивления изоляции электропроводки, то на сегодняшний день права инспектора ограничены правилами противопожарного режима в Российской Федерации. То есть осуществляется визуальный осмотр электропроводки, электрооборудования различного, а также электророзеток. Надзорными органами на постоянной основе осуществляется контрольно-надзорная деятельность и профилактическая деятельность. В текущем году осуществлено свыше 180 контрольных надзорных мероприятий, и неустраненными остаются свыше 1000 нарушений требований пожарной безопасности. Основными нарушениями у нас является
неисправность, отсутствие или неисправность автоматических установок противопожарной защиты, содержание в неисправном состоянии или неудовлетворительном состоянии эвакуационных путей и выходов, неисправность электроустановок и электрооборудования. Также нарушения, связанные с процедурой прохождения обучения должностных лиц мерам пожарной безопасности. Это что касается контрольных надзорных мероприятий. Также хочу отметить, что количество ложных срабатываний автоматических установок противопожарной защиты, которые установлены в образовательных учреждениях, также остается на довольно высоком уровне. Всего на сегодняшний день произошло свыше 800 ложных срабатываний, а это примерно 70% от всего количества ложных срабатываний, которые произошли на территории Республики Коми на всех объектах. Наибольшее количество ложных срабатываний зафиксировано в городе Сыктывкаре, в Воркуте и в Капкировском районе. Основными причинами ложных срабатываний являются это действия персонала, то есть при проведении ремонтных работ, уборочных работ различных происходит ложное срабатывание систем автоматической противопожарной защиты, некачественное обслуживание указанных систем со стороны обслуживающих организаций, с которыми заключены соответствующие договора на обслуживание. А также эксплуатация систем противопожарной защиты, у которых истек срок, гарантийный срок эксплуатации. Сегодня у нас присутствует, я так понимаю, классные руководители, да? Да. Ну, соответственно, категория классных руководителей относится к таким категориям работников образовательных учреждений, на которых возлагаются большие вопросы в воспитании личностей несовершеннолетних, то есть и это связано с привитием вопросов пожаробезопасного поведения несовершеннолетних учащихся, а также рассмотрение вопросов по соблюдению требований пожарной безопасности несовершеннолетними и их законными представителями, как в образовательных учреждениях, так и в быту. Указанный факт подтверждается оперативной обстановкой с гибелью и травмированием несовершеннолетних на пожарах. С начала года на пожарах погиб 1 ребенок, 3 ребенка получили травму различной степени тяжести. То есть по этим показателям у нас идет превышение на 100% погибели, то есть в том году гибель была не допущена, и на 30% в части травмирования детей. Возраст детей составляет от 5 до 14 лет. То есть надо понимать, что как раз тот возраст, когда необходимо усиливать работу именно профилактического характера в образовательных учреждениях и в быту. Все пожары с гибелью и травматизмом детей произошли в жилом секторе. И причиной пожаров явилось неосторожное обращение с огнем несовершеннолетних. Вообще всего с начала текущего года произошло 18 пожаров по причинам детской шалости с огнем. Таким образом, классные руководители, как должностные лица, должны осуществлять деятельность сразу в нескольких направлениях. То есть это и соблюдение противопожарного режима в тех помещениях, в которых им даны пользование, а также проведение превентивных мероприятий среди несовершеннолетних. В целях контроля за соблюдением противопожарного режима в помещениях необходимо обеспечить контроль за исправностью электрооборудования и электропотребителей, смотреть за исправностью розеток, оргтехники, обеспечивать контроль за состоянием первичных средств пожаротушения, которые находятся именно в помещениях классов. Также необходимо обеспечивать контроль за состоянием эвакуационных путей и выходов, исключить их загромождение, а также закрытие на ключи в период нахождения детей в классах. Необходимо осуществлять постоянный контроль за исправностью ручных электрических фонарей и средств защиты органов дыхания. То есть по правилам противопожарного режима лица, которые осуществляют дежурство, должны обеспечиваться данными устройствами на случай эвакуации. Необходимо исключить перегрузку электросетей потребителями электрической энергии. По окончании рабочего дня необходимо
обеспечить контроль за тем, чтобы все электропотребители были отключены от сети. Из своей практики могу рассказать, что были случаи, когда просто выключали пилот, который включен в розетку, и в последующем данный пилот был источником пожара. Ну и, само собой, разумеется, необходимо контролировать и исключать курение в учреждениях образования, а также использование пиротехнических изделий. В случае возникновения или выявления каких-либо неисправностей необходимо сообщать своевременно должностным лицам образовательных учреждений, которые назначены ответственны за обеспечение пожарной безопасности. Что касается профилактической работы среди несовершеннолетних, то необходимо проводить комплексные мероприятия, в том числе проведение лекций, тематических бесед, различных конкурсов, соревнований, отработку практических мероприятий по эвакуации детей в случае возникновения пожара. То есть также из практики могу рассказать, что когда надзорными органами планируется проведение таких вот тренировок, приходим на объект образовательный, дети уже сидят готовые с марлевыми повязками на лицах. Ну, то есть исключается эффект внезапности, который, может быть, как раз-таки дает какой-то эффект в случае возникновения реального пожара. Поэтому нужно отрабатывать действия именно с учетом эффекта неожиданности и приближенных к реальным условиям. Также необходимо проводить различные конкурсы, принимать участие в экскурсиях в пожарно-спасательных подразделениях. И при этом вот все мероприятия, которые я перечислил, необходимо привлекать представителей пожарно-спасательных гарнизонов. Это и пожарная часть, и отделы надзорной деятельности, ну и добровольцы различные. Ну и закончу я порядком действия в случае возникновения пожара. То есть на слайде отображены у нас типовые действия. Ну, так как классный руководитель, он может быть и являться ответственным за эвакуацию всего учреждения образования, а может и не являться. В первую очередь необходимо сообщить о возникновении пожара в пожарно-спасательное подразделение. Ну, телефон, наверное, все знаете, 112 или с мобильного телефона 101. Зачастую, как показывает практика, на тех пожарах, которые имеют продолжительное развитие, должностные лица, увидя пожар, они начинают принимать меры по тушению пожаров или же сообщать о возникшем пожаре руководству учреждения. В первую очередь необходимо сообщать подразделению пожарной охраны, а далее уже принимать меры иного действия. То есть, соответственно, параллельно с передачей сообщения о пожаре необходимо задействовать средства обеспечения пожарной безопасности, то есть пожарную сигнализацию, путем нажатия кнопки извещателя пожарных ручных. Такие, может быть, видели, красные коробочки размещены в коридорах или на лестничных клетках. Далее необходимо организовать эвакуацию учащихся в соответствии с планом эвакуации. Вот. И их размещение в безопасной зоне, определяемой руководством образовательного учреждения. После эвакуации необходимо посписочно проверить эвакуированных учащихся и доложить ответственному от учреждения о полной эвакуации, либо об отсутствии каких-либо учащихся, которые эвакуировались в безопасную зону, то есть предупредить, где они могут предположительно находиться. Так, в случае срабатывания пожарной сигнализации следует организовать эвакуацию учащихся, а также их размещение в безопасной зоне. Если же классный руководитель является ответственным за организацию эвакуации всего учреждения, необходимо, помимо всех действий, которые я перечислил, необходимо обеспечивать и организовывать встречу пожарных подразделений, то есть им докладывать, где находится источник возгорания, кратчайшие пути к нему, а также о процессе эвакуации, завершен он, не завершен, где могут находиться учащиеся. В случае необходимости и возможности отключить приборы электроэнергии. В принципе, у меня все. Если есть какие-то вопросы, готов на них ответить.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Уважаемые коллеги, я вам напоминаю, что вы можете задать вопрос нашим спикерам, написав в чате, либо в разделе «Вопросы». К вопросу о предоставлении вам материалов нашего заседания, то, опять же, информирую, что в конце нашего заседания доступ к нашим материалам вы получите и можете в конце скачать их себе с позволения наших коллег. Да, конечно. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. И я предоставляю слово Олегу Васильевичу Ульнырову, который расскажет нам об обеспечении антитеррористической защищенности образовательных организаций. Пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые присутствующие. Сегодня у нас вопрос звучит следующим образом. Обеспечение террористической защищенности в образовательных организациях. Соответственно, мы сегодня вопрос рассмотрим в том контексте, который касается непосредственно классных руководителей, как объектов, так и субъектов образовательного процесса, в части того, как они сами, как участники образовательного процесса должны соблюдать соответствующие требования, так и при проведении работы с персоналом организации, с учащимся в первую очередь, но и также с родителями учащихся по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности. Так, значит, у нас следующие вопросы будут рассмотрены: требования к антитеррористической защищенности и способы реализации требований к этим самым к антитеррористической защищенности. Значит, что касается нормативного регулирования, требования у нас к антитеррористической защищенности объектов, которые находятся в сфере Минпросвета Российской Федерации, утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года номер 1006. Что касается данных требований в части реализации конкретных мероприятий по антитеррористической защищенности, здесь можем обратить внимание на следующий пункт, что у нас антитеррористическая защищенность этих объектов обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных. Этих мер у нас основных блоков 6. Мы рассмотрим коротенько 4 из них, как раз в части вас касающихся. Первое – это меры, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты, что достигается путем разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на эти объекты, локализации, нейтрализации последствий их проявления. И здесь же в связке, можно сказать, идет организация обеспечения пропускного и внутриобъектового режима и контроля их функционирования. Значит, в этой связи по этому пункту хотел бы сразу несколько слов сказать. Как раз вопросы пропускного режима, организация пропускного режима является неким таким у нас краеугольным камнем вообще вопросов обеспечения безопасности на объектах образования. Поэтому я как раз бы хотел призвать и обратить внимание ваше, в том числе, на проведение соответствующей работы с учащимися и на проведение соответствующей работы с их родителями при проведении разного рода мероприятий, там, классных часов, родительских собраний и так далее. Значит, что здесь хотелось бы сказать? Пропускная способность у нас на контрольно-пропускных пунктах, там, где она организована, не отличается своим большим объемом, потому что у нас, как правило, если и имеется квалифицированная охрана в виде работника частной охранной организации, он находится всего один, и в его обязанности входит осуществление контрольно-пропускного режима, но при этом его полномочия достаточно ограничены. То есть он не может осуществлять мероприятия по досмотру находящихся вещей у посетителей, у учащихся, у работников образовательных организаций. Он имеет право только предложить их предъявить к добровольному осмотру. Вот. Соответственно, если у него возникают подозрения или могут возникнуть подозрения о том, что в рюкзаках, в сумках и в иных вещах при посетителях, при учащихся находятся какие-нибудь предметы, запрещенные к проносу. В том числе это может быть элементы оружия, может быть элементы взрывоопасных, пожароопасных веществ и так далее. Если не относиться к этим вопросам с пониманием, к тем задачам, которые стоят у работников частных охранных организаций, о том, что они обязаны попросить предъявить
значит, и не оказывать им в этом содействие, то процедура прохода на этот объект достаточно серьезно затянется. Вот, так сформируется столпотворение, вообще в целом негативная эмоциональная реакция может возникнуть. Там, родители начнут переживать, потому что опаздывают там, на работу или по своим делам. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание родителей и детей на то, чтобы они к мерам по обеспечению пропускного режима все-таки относились с пониманием. То есть приходили заранее. Если это школы, которые у нас в городах особенно оборудованы системой металлоискателей, которые будут, соответственно, реагировать на металлические предметы, находящиеся при посетителях, чтобы они своевременно предъявляли работникам охранных организаций и понимали, что это требования не предусмотрены желанием исключительно администрации школы, да, или исключительно той частной охранной организации, которая обеспечивает безопасность. А это требования все-таки предусмотрены постановлением правительства, за несоблюдение которых имеется достаточно серьезная, в том числе, ответственность. Так, и следующее в этом же направлении – это организация индивидуальной работы с работниками объектов по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности. Это отдельное направление в рамках уже образовательного процесса. Следующее направление – это выявление нарушителей, установленных на объектах, территориях пропускного и внутриобъектового режимов или признаков подготовки или совершения теракта. Данное направление АТЗ достигается следующим путем исключения бесконтрольного пребывания на объектах территории посторонних лиц и нахождения транспортных средств. Что здесь, соответственно, зависит от вас. Обращать внимание самим и обучать этому ваших детей, школьников, на то, чтобы они внимательно относились к людям, которые находятся бесконтрольно и пребывают на этих объектах, вызывать некое подозрение, чтобы они знали, кому по этому поводу нужно сообщить. В том числе вам. Либо охранникам, которые у нас на объектах находятся. Далее это сбор, обобщение, анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеофиксации неизвестными лицами за объектами образования, а также за сотрудниками организации, которые осуществляют охрану. То же самое, если взрослые, родители, либо дети видят такие факты, чтобы они знали, что на такие факты нужно обращать внимание и о таких фактах нужно сигнализировать. Следующее направление антитеррористической защищенности – это пресечение попыток совершения терактов на объектах, что в свою очередь достигается путем своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса-проноса запрещенных предметов, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и так далее. Это то, как раз о чем я говорил в начале своего выступления, все, что касается выполнения требований пропускного режима, в том числе со стороны работников частных охранных организаций. Эта организация санкционирована допуска на объекты территории посетителей. На каждом объекте образования имеется инструкция по пропускному режиме, которая является обязательной для выполнения всеми посетителями. Если, значит, продолжая свою мысль, которую озвучивал раньше, у работника охранной организации возникает подозрение о том, что у кого-либо есть что-то запрещенное к проносу, и при этом этот человек отказывается добровольно предъявить вещи, находящиеся при нем, принудить к досмотру он не может, работник охранной организации, а вот не пропустить на объект очень даже может. И следующие попытки, предположим, все-таки несанкционированно проникнуть на образовательный объект со стороны данных лиц дают уже сотрудникам право применения мер принуждения, вызова специальных служб, в том числе подразделением местной охраны, а у нас все объекты образования, школы, детские сады, главным образом, во всех городах и районных центрах, без исключения, оборудованы кнопками тревожной сигнализации с выводом на подразделение местной охраны. Наряд местной охраны Росгвардии прибудет в течение 3-5 минут и будут иметься в отношении данных лиц основания для привлечения, в том числе, к административной ответственности за нарушение пропускного режима. Поэтому не хотелось бы до этого доводить. Еще раз говорю, проводите по этому поводу разъяснительную работу. И следующее – это осуществление контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Но в первую очередь, в части школы это, понятно, линейки, разного рода массовые собрания, концертные какие-то мероприятия. То есть здесь необходимо тоже контрольные мероприятия осуществлять, потому что все-таки эти объекты представляют определенный риск. Так, и четвертый
блок мероприятий АТЗ – это мероприятия, которые направлены на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы терактов на объектах, что достигается посредством ряда мероприятий. Те мероприятия, которые я вам озвучиваю, это мероприятия, взятые из постановления правительства, которые не требуют при этом каких-либо материальных вливаний, дополнительного финансирования и так далее. Сознательно мы эти мероприятия, которые требуют такого материального вложения, опустили, для того, чтобы с вами поговорить именно о мероприятиях, которые носят, так скажем, организационный характер, которые можно выполнить и нужно выполнять вне зависимости от наличия либо отсутствия финансирования. То есть это находится в наших с вами силах. Здесь, во-первых, речь идет о своевременном выявлении и незамедлительном доведении информации об угрозе совершения или совершении теракта до территориальных органов ФСБ, МВД и Росгвардии при наличии таких подразделений. Вот, соответственно, должны быть контакты, должны быть уполномоченные на это лица. Эти контакты должны быть находиться в доступных местах, всем известных. Разработка порядка эвакуации работников, обучающихся, находящихся на объекте в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта. Обучение работников объекта действиям в условиях угрозы совершения теракта, которое, соответственно, достигается чем? Путем проведения учений, тренировок по безопасности временной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при получении информации об угрозе совершения теракта. То есть вот эти мероприятия по организации взаимодействия с силовыми ведомствами, по организации порядка эвакуации работников и по отработке порядка действий при угрозе совершения теракта, скажем, находятся как раз в рамках таких мероприятий, которые, в принципе, укладываются в учебно-воспитательный процесс, который необходимо отрабатывать на системной основе. И одно тоже немаловажное мероприятие, предусмотренное также требованиями КТЗ, постановлением правительства, это проведение занятий с работниками объектов по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта. Ну, тут о каких морально-психологических последствиях возможного совершения теракта идет речь? Но в первую очередь речь идет о таких массовидных, так называемых психологических явлениях, как паника, панические настроения, стрессовые проявления. То есть понятно, что к проведению данных занятий необходимо привлекать лиц, как правило, имеющих специальное образование психологическое, то есть школьных психологов, как все-таки специалистов в этой области, чтобы они разъясняли, в чем проявление, что провоцируют данные массовидные психологические явления, в первую очередь в виде паники, какая там психологические проявления толпы, ну и так далее, чтобы, опять же, вы как классные руководители знали, как они себя проявляют, в чем они выражаются, что их провоцирует и каким образом необходимо их предотвратить, либо минимизировать их последствия. Так, это то, что касается основных мероприятий. И для того, чтобы у вас было проведение данной работы, сейчас я, насколько знаю, в том числе и СМИ, с 1 сентября проводятся разговоры о важном, да, насколько я понимаю, да? Как раз очень хорошо укладывается в эту тематику этих разговоров о важном с учениками как раз мероприятия, касающиеся вопросов безопасности, не только антитеррористической защищенности, но как раз коллеги здесь по пожарной безопасности, по антикриминальной безопасности. Вот. Все, что касается вопросов как раз-таки вот комплексного подхода. В этом году Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны ряд документов. Эти документы согласованы с ФСБ, согласованы с Росгвардией и с МВД. Реализованы они по решению Национального террористического комитета от февраля этого года и обусловлены рядом резонансных террористических актов, которые были в прошлом году, и нацелены на некое формирование определенного порядка действий работников образовательных организаций, учащихся, родителей и так далее. Значит, первым документом из них является так называемая типовая модель действий нарушителя, совершающего на объекте образования преступления террористической направленности в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников. Значит, данная типовая модель я настоятельно рекомендую вам для самостоятельного изучения. Читается она достаточно легко, написана она простым, понятным языком. В том числе в данной типовой модели описаны
психологические особенности подростков, которые в течение последнего времени, последних нескольких лет как раз совершали вооруженные нападения на образовательные организации свои. То есть описаны их психологические особенности, описаны их особенности семейного воспитания, описаны их особенности поведения, которые могут сигнализировать о том, что данные дети-подростки планируют или могут быть, так скажем, включены в группу риска, как лица, которые планируют данные достаточно страшные преступления. Поэтому настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Достаточно небольшой документ. И следующий документ – это алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаций, обучающихся при угрозе совершения преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников. Данные алгоритмы, по сути, представляют из себя четкий, конкретный порядок действий как работников образовательных организаций, работников частных охранных организаций, обучающихся при возникновении, соответственно, вооруженного нападения, взрывного устройства, захвата заложников. Эти алгоритмы представляют из себя, еще раз говорю, набор конкретных последовательных действий. По сути, некая такая настольная книга, вплоть до того, как нужно звонить, как нужно баррикадировать, блокировать двери, что необходимо делать с телефонами. То есть четкий, конкретный, понятный, опять же, повторяюсь, на понятном языке расписанный порядок действий. Тоже крайне важный, крайне полезный документ, уже, в принципе, готовый к использованию. Его только нужно довести до особенностей конкретной образовательной организации и как раз-таки использовать вот эти, для чего я на них остановился, как раз-таки использовать данные алгоритмы, данную типовую модель при проведении занятий. При проведении разговоров о важном с учащимися, при проведении родительских собраний с родителями по вопросам в целом безопасности на объектах образовательных организаций. И еще у нас есть, соответственно, такой пункт, что на объектах образовательных организаций в обязательном порядке должны размещаться наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся, при обнаружении подозрительных лиц, предметов, при поступлении информации об угрозе совершения теракта. Данный пункт является обязательным, касается, как я уже озвучивал, всех без исключения образовательных организаций, безотносительно к категории, присвоенной категории опасности, начиная от 4-й категории опасности. И есть несколько образцов, видов, как они могут выглядеть, если можно, следующий слайд показать. Вот. Таким образом могут эти стенды выглядеть. Самая главная задача, чтобы этот не существовал стенд с этой информацией только для того, чтобы можно было поставить галку о том, что мероприятие интернетической защищенности выполнено. Ученики должны знать, где он находится, и, конечно же, они должны знать, в первую очередь, хотя бы основное содержание информации на данных стендах. То есть, каким образом, что делать, куда бежать, как выглядят подозрительные предметы, где они могут быть закладываться, как разговаривать по телефону, в принципе, дальше тоже. Разговаривать ли, что можно делать, что нельзя. Вот. То есть основная задача не только, то есть ваша основная задача, чтобы эти стенды были, это задача руководства образовательных организаций, а, соответственно, ваша задача, ваша функция – это разъяснение их содержания и доведение до сведения учеников. И, соответственно, изучение самостоятельно. Вы, как все-таки у нас объекты и субъекты образовательного процесса, должны в этой сфере быть максимально задействованы. В принципе, у меня по этому вопросу все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы, если таковые имеются. Спасибо большое, Олег Васильевич. Уважаемые коллеги, если у вас вопросы, напоминаю вам, что вы можете их задать в чате.
А мы переходим к следующему вопросу. Я передаю слово Марине Николаевне Поляковой, которая расскажет об обеспечении дорожной безопасности наших детей. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Безопасность дорожного движения – это один из основных аспектов сохранения жизни и здоровья граждан. С безопасностью дорожного движения сталкивается каждый человек, выходя утром из дома. Касается это и взрослых, и детей. За 5 лет на дорогах Республики Коми с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 667 ДТП, в которых 20 детей погибли и 738 получили травмы различной степени тяжести. Смертельные травмы в дорожных авариях получает каждый 37-й пострадавший ребенок на дорогах нашей республики. За 8 месяцев 2022 года с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет произошло 74 ДТП, в которых 3 детей погибли и 87 получили травмы различной степени тяжести. Как видно из диаграммы, в этом году порог погибших детей превышен на 200%. За аналогичный период прошлого года в республике погиб всего 1 ребенок. Хотя и 1 ребенок – это уже трагедия. Рост количества дорожных аварий отмечается в таких городах, как Усинск с 1 до 3, в Ухте с 10 до 11, в Прилузском районе с 2 до 4, в Каркировском с 1 до 6, в Удровском с 0 до 3, в Усть-Вымском с 1 до 5 и в Усть-Сылимском районе с 2 до 4 ДТП. За 5 лет 55% погибших в ДТП детей – это дети-пассажиры транспортных средств. Основная причина гибели детей в качестве пассажиров – это грубые нарушения правил дорожного движения водителями, а также неиспользование при перевозке несовершеннолетних ремней безопасности или детских удерживающих устройств. Почти половина, это 48% из всех пострадавших детей на момент ДТП являлись пассажирами, в том числе 2 из 3 погибших детей. Стоит отметить, что дети-пассажиры являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, так как они не могут повлиять на развитие дорожной ситуации и каким-то образом ее изменить. В текущем году в качестве пассажиров пострадали 44 ребенка, как я уже сказала, 2 из них погибли. 21 ребенок из 44 перевозили с нарушениями правил перевозки детей. Вместе с тем, уже более 12 лет назад была введена административная ответственность водителя за нарушение правил перевозки ребенка. При этом из года в год мы продолжаем фиксировать дорожные аварии, в которых получают серьезные травмы и погибают дети, водители транспортных средств, в которых находились данные дети, проигнорировали установленные законом требования. Госавтоинспекция ведет постоянную работу по выявлению и пресечению правил перевозки детей. Так, с начала года было выявлено более 1800 подобных нарушений, а конкретно 1867 водителей перевозили детей, игнорируя установленные правила. Хочется остановиться на дорожной аварии, которая произошла в Удровском районе 2 апреля в 14:30 на 123-м километре зимней автодороги Айкино-Кослан. Водитель автомашины «Шевроле», не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автомашины перевозил своего знакомого и 2 несовершеннолетних детей. Выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Датсун». После столкновения обе машины загорелись. В результате ДТП погиб водитель виновный и 10-летний мальчик-пассажир, который также не был пристегнут ремнем безопасности. 12-летний мальчик-пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован. За рулем
за рулем автомашины находился девушка травмированного и погибшего ребенка. Хочется отметить, что в данном ДТП и вообще в подобных ДТП чаще всего они случаются по какой-то вообще нелепой случайности, так как если разбирать причины и условия совершения данной дорожной аварии, этого человека за рулем автотранспортного средства находиться не должно было. Детей перевозить он не мог ни по моральным каким-то вот правилам, ни по установленному закону. И говорить об этом стоит и родителям, и законным представителям постоянно, в рамках и родительских собраний, либо в рамках личных встреч. Кстати, разбирая это ДТП, семья была неблагополучной, стояла на учете в ПДН и в ОПДН Петровского района. Мы всегда говорим о том, что стоимость автокресла не идет ни в какое сравнение с жизнью ребенка. Тем более сейчас в современном обществе есть большое количество сервисов, которые предлагают и автокресла, которые были в употреблении, но не участвовали в ДТП, либо большое количество, даже в городе Сыктывкаре, на территории республики, есть пунктов проката автокресел, которыми можно всегда воспользоваться и таким образом обезопасить своего ребенка. Не менее печальная статистика с участием детей-пешеходов. С начала года у нас произошло 17 подобных аварий, в которых 18 детей получили травмы различной степени тяжести. Наибольший процент пострадавших детей – это дети школьного возраста, это возраст с 7 до 10 лет, это 39%, и с 11 до 15 это 28%. Можно, пожалуйста, видео, называется «Перекресток в Старовском». ДТП произошло 17 августа в городе Сыктывкаре, рядом стоит Парма. Было достаточно интенсивное движение, ребенок переходил по пешеходному переходу, торопился, и водитель, к сожалению, ребенка также не увидел, вследствие чего ребенок получил травму. Чаще всего, объясняя правила перехода проезжей части, мы ограничиваемся тем, что необходимо переходить по пешеходному переходу на зеленый свет, ну и посмотрев по сторонам. Если этот вопрос я задаю детям, выходя на обучающие занятия в школе, то чаще всего дети говорят о том, что ну да, я посмотрел, да, я увидел машину и пошел дальше. То есть самого механизма, к сожалению, мы до детей не доносим. Что он должен увидеть? В данном случае девочка машину, скорее всего, увидела. Но то, что она остановилась, ребенок сам никогда до понимания механизма опасной ситуации не сможет дойти, если мы, взрослые, ему в этом не поможем. Это в большей степени касается детей младшего школьного возраста, которые начинают самостоятельно передвигаться по городу или населенному пункту. Каждое четвертое ДТП, которое происходит по собственной неосторожности детей. В этом году их 21, но говоря о виновности ребенка в ДТП, всегда хочется говорить, что виновность здесь условная, именно потому что ребенок нарушает установленные правила чаще всего несознательно, именно потому что когда-то ему не объяснили, не рассказали, либо не напомнили. Я бы хотела здесь, чтобы мы посмотрели видео. Второе. Перекресток Морозова. ДТП произошло около ЖД вокзала 25 августа. Здесь достаточно четкая организация движения, и когда включается зеленый свет для пешеходов во всех направлениях, в направлении Морозова, и Катаева, и Коммунистической, все машины стоят. Сейчас с правой стороны, в направлении магазина «Пятерочка», бежит человек. Это человек папа несовершеннолетнего, который впоследствии попадет в ДТП. Они очень торопились, так как они опаздывали на поезд. В результате папа пробежать на красный свет пешеходных светофоров успел, а ребенка сбил автомобиль.
Это ДТП мне показываю как раз для того, чтобы усилить понимание того, что вот бежит папа, усилить понимание того, что дети не нарушают просто так. А ребенок перебежать не успел. Дети нарушают правила, потому что либо чего-то не знают, либо их учили немножко не тому. Возможно, говорили про красный свет, можно видео выключить, но как следовать этому правилу, если родители поступают иначе? Поэтому убедительная просьба в рамках родительских собраний, если на такие родительские собрания нет возможности пригласить сотрудников госавтоинспекции, напоминайте родителям о том, что они являются главным примером для своих детей. Именно с них дети учатся тем элементарным правилам безопасности, которые им помогут остаться в живых. Начиная с 2000... Основная причина ДТП не по осторожности детей – это переход проезжей части вне пешеходного перехода, выход на проезжую часть за препятствие, переход проезжей части на красный сигнал светофора. Как вот сейчас мы это, в общем-то, и видим. С 2015 года вступили в силу поправки ПДД, касающиеся световозвращающих элементов. Сотрудники ГИБДД активно ведут пропаганду их использования, но анализ дорожных аварий с участием детей показывает, что только у каждого третьего несовершеннолетнего пешехода в момент наезда в темное время суток на одежде либо на рюкзаке и сумке были световозвращатели. Мы не даем шанса водителю увидеть наших детей. Уже сейчас наступают сумерки, дождь, темное время суток, блики от дороги, когда водителю достаточно сложно увидеть пешехода, который одет чаще всего в осенне-зимний период в темную одежду, черные куртки, черные рюкзаки, черные джинсы и так далее. Если с малышами ситуация проще, большинство верхней одежды снабжено такими световозвращающими элементами, то у подростков и взрослых людей их нет. Напоминайте родителям о том, что выбирать одежду, если это возможно, необходимо с точки зрения безопасности. Если одежда не содержит таких элементов, есть огромное количество возможностей их закрепить, начиная от брелков, браслетов, нашивок, заканчивая световозвращающими куртками, которые, возможно, многие уже видели, и они прекрасно смотрятся в темноте, и водителю такого человека видно. Сделать своего ребенка заметным на дороге – это обязанность прежде всего родителей. Также хочется остановиться на летнем периоде, который у нас закончился, период 3 летних месяцев. На дорогах республики в качестве водителей вело, мото и автотранспорта пострадали 27 детей и 1 ребенок погиб. Дети, к сожалению, выезжая на дороги общего пользования, не знают о правилах дорожного движения. Основная причина ДТП с велосипедистами – это переезд проезжей части на велосипеде, не спешившись, когда водитель просто не успевает остановить машину перед внезапно появившимся на пешеходном переходе велосипедисте. Большинство родителей, к сожалению, покупая ребенку велосипед, забывают об элементарных способах защиты. Это шлем-налокотники. Зачастую, покупая дорогую игрушку в виде питбайка, так популярная сейчас, мотоцикла и мопеда, забывают о том, что таким образом они просто нарушают закон. Статья 12.7, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность для лица, который передал право управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Большинство аварий, а их было 8 в текущем году, с участием водителей мототехники, и автотехники, при разборе таких ДТП выясняется, что мотоциклы, мопеды, питбайки детям подарили, купили родители, не купив при этом защитный шлем и даже не рассказав об элементарных правилах безопасности. Дети выезжают на дороге общего пользования и, конечно, попадают в ДТП, потому что не имеют ни малейшего представления о правилах движения по таким дорогам. Хочется остановиться на
очень громком ДТП, которое произошло 14 августа в Уссурийском районе. 4 подростков, находясь без контроля взрослых, всю ночь находились на квартире одного из подростков. С утра, в 5 утра, они решили прокатиться на автомашине УАЗ «Хантер». Машина принадлежит отцу одного из участников ДТП. Покатались, когда уже возвращались обратно к дому, водитель, 14-летний восьмиклассник, как и все его пассажиры, их всего было в машине 4, включая водителя, не справился с управлением, машина зацепила обочину, ее закрутила, и трижды она перевернулась на проезжей части. Пассажир, который сидел на переднем пассажирском сиденье, не был пристегнут, из машины вылетел, и машиной был придавлен. Подросток скончался на месте ДТП. Чаще вот ДТП с участием юных водителей делится на 2 категории. Вот как я уже сказала, в первой категории это когда детям дарят чаще всего мототехнику, они выезжают, и, к сожалению, заканчивается это все бедой. Во втором случае, когда чаще всего дети остаются без контроля и надзора родителей и самостоятельно садятся за руль. Разбирая подобное ДТП, можно предположить о том, что опыт управления и подобными техникой у ребенка был. Потому что просто так сесть и покататься почти что 1,5 часа, не умея управлять автомашиной, ребенок просто не мог. К сожалению, с этой трагедией теперь жить и семье погибшего ребенка, и семье виновника ДТП. Убедительная просьба: обращайте внимание на подобные факты, потому что, к сожалению, юные водители, как я уже говорила, не имея ни опыта, ни знаний, попадают в подобные трагедии и либо калечат свои жизни, либо, к сожалению, такие аварии уносят жизни тех, кто находится рядом. В летние месяцы сложная ситуация с детской аварийностью была предсказуема, потому что часть детей осталась неорганизованной. А сотрудники ГИБДД, насколько было возможно, проводили разъяснительную работу, в том числе в дворовых территориях, в местах массового притяжения несовершеннолетних, парках, скверах и так далее. Во всех муниципалитетах, в детских поликлиниках, маршрутных транспортных средствах, на подъездах были размещены информационные материалы, которые призывают как взрослых, так и детей к соблюдению правил дорожного движения. Вместе с тем, начало учебного года вызывает особые опасения, потому что школьникам необходимо время для того, чтобы адаптироваться к интенсивному транспортному потоку. Вместе с тем, хочется рассказать о том, что Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди детей и подростков в возрасте до 16 лет. Осуждаете ли вы опасное поведение на дорогах? В результате 1000 опрошенных всегда осуждаем, дали 39% детей, иногда 50% и нет 10%. Количество несовершеннолетних, у которых отсутствует негативное восприятие опасного поведения на дорогах, можно считать катастрофическим, потому что это каждый 10-й ребенок. С высокой долей вероятности они являются незащищенными и некомпетентными участниками дорожного движения и представляют потенциальную опасность как для себя, так и для других участников. Большинство детей не видят в автомобиле источник опасности, который может привести к увечьям или гибели. Они не умеют прогнозировать опасную ситуацию и ее предвидеть. Самыми, как я уже говорила, распространенными ошибками, которые совершают дети, является выход на проезжую часть из стоящего транспорта, либо какой-либо преграды, неподчинение сигналам светофора и нарушение правил езды на велосипеде. Очевидно, что для кардинального изменения подобной ситуации силами только госавтоинспекции победить дорожную аварийность, к сожалению, не получится. Именно поэтому мы призываем вас, классные руководители, которые наиболее близко связаны и с детьми, обучающимися, и с их родителями, напоминать о таких важных правилах, как правила дорожного движения, напоминать каждый раз, когда дети уходят домой после классных занятий, о том, чтобы
переход проезжей части был по правилам. О том, что садиться за руль автомобиля, мототехники нужно только имея права. И обязательно говорите об этом с родителями. Потому что если мы перестанем вести работу с ними, вряд ли у нас что-то получится. Спасибо большое за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Мария Николаевна. Уважаемые коллеги, опять же, тот же вопрос поступил второй раз по поводу тех материалов, которые представлены нашими спикерами. В конце нашего заседания мы откроем вам доступ, вы можете скачать, а также мы разместим данные материалы на сайте нашего института. Ну а мы переходим к следующему выступлению. Это обеспечение безопасности и защищенности детей на водных объектах. И я передаю слово Ирине Игоревне. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо за предоставленное слово. Я хочу озвучить состояние государственного контроля в области обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики Коми. Значит, данное состояние характеризуется следующими показателями. Это снижение количества происшествий, это на 38% по сравнению с прошлым периодом прошлого года. Происшествий в этом году всего зафиксировано 31, в прошлом году 50. Также идет активное снижение количества погибших, это на 25%, в этом году 27, в том числе детей, 6 штук. И в прошлом году это было 36 утонувших, в том числе 8 детей. По оперативным данным, с начала года произошло 62 происшествия. По сравнению с прошлым годом это 68. В общей численности с начала года погибло всего 56 человек, в прошлом году 54. Из них погибло 11 детей. Спасено 13 человек, из них 4 детей. В прошлом году спасено 21 ребенок, из них 21 человек, из них 12 детей. По состоянию на 31 августа 2022 года произошло 5 происшествий на водных объектах. Погибло 4 человека, в том числе 3 детей. Значит, гибель людей на водных объектах допущено в следующих муниципальных образованиях. Это Ижемский, 1 ребенок, Усинский, 2 детей и Печора, 1 человек. Значит, возвращаясь к печальной статистике, хочу огласить относительно несовершеннолетних. Гибель несовершеннолетних началась 1 июня. Это, значит, 3 ребят пошли на речку искупаться, и 1 из несовершеннолетних наспор прыгнул в реку, где его унесло течением, и он утонул. Помочь ему не смогли. Поиски велись силами Государственной инспекции по маломерным судам. Значит, 2 июня около 2 часов дня 2 брата направились купаться на реку Луза вблизи деревни Беляевская, сельское поселение Обьячево. Зайдя в воду, обоих тоже унесло вниз по течению. Очевидцы пытались помочь им выбраться из воды, но не смогли. Значит, одного из братьев унесло от места купания на 1,5 километра, где он смог зацепиться за торчащие из воды коряги. Мальчик спасен, а труп другого брата обнаружен на следующий день, 3 июня, около 12 часов ниже по течению, 350-400 метров от места купания, в 5-6 метрах от берега. Так, 11 июля, около 16 часов на реке Ижма, при очевидцах утонул 17-летний несовершеннолетний. Обстоятельства происшествия, значит, были таковы: с мамой и с тетей и с двоюродным братом они пошли отдыхать на берег реки Ижма. Мать с тетей находились на берегу, 17-летний подросток пошел купаться. Во время купания
вероятнее всего, попал в яму и не смог добраться до берега. Утром с компанией несовершеннолетняя употребляла спиртные напитки, решила искупаться. Со слов очевидцев, девушка зашла в воду и на расстоянии 5 метров от берега нырнула, после чего больше не появлялась на поверхности воды. Принятые меры очевидцами по спасению девушки не дали результата. На реке Куча 6 августа в 3 часа дня в 2 километрах от устья реки Кучи вверх по течению утонула при очевидцах тоже несовершеннолетняя девушка. Со слов очевидцев, свидетель данного происшествия, она отмечала тоже день рождения с подругами в местечке «Вторая беседка» на реке Куча. Они решили искупаться ввиду жаркой погоды, бегали по мелководью, и именинница решила, почему-то она решила нырнуть. Вероятнее всего, она попала в яму, вследствие чего и испугалась, и, к сожалению, утонула. На место происшествия приехали сотрудники полиции, МЧС, скорая помощь, но тело девушки, к сожалению, не было найдено. Значит, гибели людей на водных объектах – это прежде всего безнадзорность детей у воды и халатность родителей, несоблюдение правил безопасного поведения на воде, купание в необорудованных либо же запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися, купание и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Тоже есть основная проблема людей, которые утонули. И, к сожалению, это же и проблема и несовершеннолетних. На территории Республики Коми было оборудовано и допущено к эксплуатации 68 мест массового отдыха у воды. Это 10 пляжей и 58 мест. Это увеличение на 19% по сравнению с прошлым годом. Прошу сразу же обратить внимание на наименование места массового отдыха у воды и пляжи. Пляжи – это разрешенные места для купания с аншлагами, где написано, что купаться разрешено. А места массового отдыха у воды – это просто время проведения у воды. Там имеются запрещающие знаки, где написано, что купаться запрещено. То есть купаться в воде нельзя. По состоянию на 31 августа в связи с погодными и климатическими условиями все места массового отдыха у нас в Республике Коми закрыты. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в отчетном периоде проведены совместные мероприятия с представителями МВД России по Республике Коми, прокуратуры Республики Коми, районных и городских администраций, общественных организаций. И того проведено 82 профилактических рейдовых мероприятия в традиционных местах массового отдыха людей на водных объектах с начала купального сезона. С участием сотрудников ПДН МВД Республики Коми проведено 10 мероприятий. Выявлено 6 правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ. С начала года по статистике 31. Направлено 12 материалов по статье 8.2 Закона Республики Коми от 30 декабря 2003 года номер 95 РЗ об административной ответственности в Республике Коми за купание в необорудованных местах для купания. Итак, безопасность поведения детей на водных объектах. Прежде всего, стоит уделить внимание, что купаться, я напоминаю, можно только в отведенных для этого местах. Далее, нельзя оставлять детей без надзора взрослых. Нельзя также при нахождении на воде подавать ложные сигналы о помощи. Нельзя заплывать за знаки ограждения зон купания. Также нельзя и не рекомендуется плавать на надувных камерах, досках, матрацах. Нельзя устраивать игры на воде
связанные с захватами. Нельзя подплывать к близко проходящим судам и к лодкам. Дети очень сильно любят нырять. По последним профилактическим мероприятиям вдоль рек было заметно, что дети очень сильно любят нырять, в том числе несовершеннолетние дети, особенно с моста, который находится у нас в Заречье. То есть мы им делали замечания, они ни в какую. И, к сожалению, дальше продолжали нырять. Так вот, нельзя нырять с мостов, пристани, даже в тех местах, где вы ныряли, скажем, в прошлом году, так как за год может понизиться уровень воды и вообще поменяться в целом рельеф дна. А также могут появиться посторонние предметы. В связи с климатическими условиями наше понимание о безопасности, о нахождении безопасности на воде, оно изменится в сторону того, что на реках в будущем образуется лед. Итак, самый опасный период – это период с ноября по декабрь, это осенний лед. То есть до наступления устойчивых морозов лед в этот период совсем не прочный. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще не способен выдержать небольшую нагрузку. Днем быстро нагревается от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, и не сохраняет достаточную толщину. С образованием первого льда дети выходят на водоем по различным причинам. Это прокатиться по гладкой блестящей поверхности, например, на коньках, поиграть в хоккей. Может быть, сократить каким-то образом маршрут. Не стоит забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоемы. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям, сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, затем уже на середине, на озерах, прудах, на всех водоемах со стоячей водой, особенно тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей, лед появляется раньше, чем на речках, где течение поддерживается льдообразованием. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Следует знать, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и не менее 15 сантиметров в соленой воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед не прочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней подряд, то прочность льда снижается на 25%. Прочность льда можно определить визуально. Лед голубого цвета, он прочный. Белого прочность его можно уменьшить в 2 раза. Матово-белый. И либо же желтоватым оттенком лед совсем ненадежен. Итак, кратенько расскажу о самоспасении в случаях, возможных случаях на льду. Первое – это ни в коем случае не следует поддаваться панике. Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться. Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить лед ту ногу, которая ближе всего к кромке. Поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда вы пришли. Зовите на помощь. Удерживайте себя на поверхности воды. Старайтесь затрачивать минимум физических усилий. Находясь на плаву, следует
голову держать как можно выше над водой. Известно, что более 50% теплопотерь организма, а по некоторым данным даже 75% приходится на ее долю. Поэтому голову ни в коем случае нельзя в данной ситуации мочить. Далее. Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке можно, если они находятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 минут. Добравшись до плавательного средства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду и снова надеть. Если вы оказываете помощь, то это делать нужно очень аккуратно и максимально осторожно. Подходить к полыне лучше и подползти к ней по-пластунски. Далее, необходимо сообщить пострадавшему криком, что вы идете к нему на помощь. Для чего это надо? Это придаст силы пострадавшему и уверенность в том, что ему попытаются помочь. За 3-4 метра необходимо протянуть веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Подавать руку пострадавшему небезопасно, так как, приближаясь к полыне, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться. Будьте осторожны и помните, строгое выполнение правил поведения и мер безопасности на льду сохранит вашу жизнь. Подытожить свой доклад я хочу следующим. Каждый человек должен быть готов к возникновению чрезвычайной ситуации. Физическая и психологическая готовность к ней более значима, чем государственные меры. В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, чувством обреченности. Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти жизнь. Если человек всегда начеку, ему легче защитить себя, или, по крайней мере, он не будет застигнут врасплох. Нерасторопный, неподготовленный и неуверенный человек – это уже потенциальная жертва. Основа выживания в экстремальных условиях – это есть познание правил защиты, рационального поведения, оказание первой медицинской помощи, выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – это залог безопасности каждого человека. На сегодняшний день руководителем подразделений Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Коми даны задачи. В первую очередь это активизировать профилактическую работу среди населения по вопросам безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период. Также в том числе провести профилактическую работу в образовательных учреждениях по вопросам охраны и жизни при нахождении на водных объектах. Мероприятия спланировать совместно с образовательными учреждениями Республики Коми. Поэтому и я сейчас обращаюсь к руководителям общественных образований. Вы, пожалуйста, направляйте свои заявки непосредственно в Центр ГИНС, Центр государственной инспекции по маломерным судам. И мы с коллегами обязательно придем к вам и проведем все необходимые профилактические беседы с обучающимися детьми. В общем-то, доклад мой окончен. Если у вас возникли вопросы, готова на них ответить.
Спасибо большое, Ирина Игоревна. Завершается первая часть нашего заседания. Я благодарю наших докладчиков, наших спикеров. Вообще, наверное, должна сказать благодарность со всех образовательных организаций, потому что в первую очередь вы являетесь нашими помощниками, потому что помогаете организовать образовательную деятельность безопасной, а это очень важно. Спасибо вам за сотрудничество. Уже не первый год мы с вами сотрудничаем, и мы надеемся, что и дальше вы будете принимать участие в наших заседаниях и семинарах. Спасибо. Ага, мы отпустим наших представителей, а мы продолжаем. И вторая часть нашего заседания будет посвящена проекту «Разговоры о важном». И буквально вчера прошло ВКС, это именно федеральное совещание по первым итогам проведения реализации проекта «Разговоры о важном». И вот буквально несколько слов. Значит, спасибо вам за то, что вы организуете данную работу, но есть проблемы с обратной связью. Это именно после проведения вашего занятия в конце вы должны организовать обратную связь от обучающихся наших образовательных организаций. И, к сожалению, вот именно по нашей республике около 16% обучающихся 10-11 классов поучаствовали вот именно на данном этапе внеурочного занятия. 5-7 классы это около 2%, и, к сожалению, 1-4 классы совсем не участвовали в обратной связи. Второе. Еще раз повторюсь, что на данных неурочных занятиях можно использовать телефон в конце мероприятия, когда вы работаете с QR-кодами. Дальше. Настоятельно просим. Мы знаем, что большинство муниципальных образований, большинство образовательных организаций уже провели работу с родителями, то есть провели родительские собрания по реализации проекта «Разговоры о важном». Но еще надо напомнить о том, что вы можете привлекать для проведения данных родительских собраний администрации ваших муниципальных образований, это глав, руководителей, ну и также начальников управлений образованием. Далее, значит, сейчас бы я хотела вам показать сборник. Александр Павлович, включите, пожалуйста, сборник. Очень интересный сборник, который выпущен Институтом детства. Буквально на днях, примерно неделю назад, я проводила работу с заместителями директоров по воспитательной работе. И как раз рассказывала о ресурсах, которые представляет Институт детства. К сожалению, тогда еще не было четких ссылок, четких QR-кодов, как вы можете найти данные материалы. Вчера вечером мы получили все эти QR-коды, все эти ссылочки. И сегодня я готова вам представить небольшой этот сборник, чтобы вы его активно использовали в своей работе. И еще напоминаю вам, что ГИС «Электронное образование». Достаточно пройти регистрацию, кто еще не прошел, получить доступ и начать проходить обучение по проекту «Разговору о важном». Если вам что-то непонятно, напоминаю вам, что там представлены не только федеральные ресурсы, не только все вебинары, материалы, кейсы, практикумы, но и наши материалы наших региональных семинаров и вебинаров. Ну что, давайте посмотрим. Так. Увеличите, пожалуйста, Александр Михайлович. Значит, так, могу листать, да? Ага. Значит, обратите внимание. Значит, если вы еще не знаете, где размещены программы воспитания, вы открываете данный сборник и видите, что все примерные программы воспитания в виде инструкции, сайт Института детства вы можете обнаружить на данной страничке. Идем дальше. В штаты образовательных организаций
вводятся советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На данной страничке вы можете увидеть QR-коды, сайт воспитания, сайт Института воспитания, где размещена информация о те материалы, как должен работать, как должен строить свою работу советник директора по воспитанию, ну и разные методические материалы. Следующее. Программы развития социальной активности Орлята России. Очень многие из вас спрашивают, на самом деле вы правы, в этом году очень много регионов, очень много образовательных организаций начального именно общего образования вступили в данную организацию. Здесь вы можете по данным QR-кодам найти всю информацию об Орлятах России. Следующая страница. Это развитие воспитательной среды. По данным QR-кодам вы можете увидеть материалы о школьных спортивных клубах, о школьном туризме, о музейной педагогике. Это и видео, это и сайты, это и какие-то методические материалы. Следующее. Все об ученическом самоуправлении, то, о чем я вам рассказывала на прошлой неделе, материалы, видеоинструкции и так далее вы находите здесь. Далее. Центр детских инициатив находится по данным QR-кодам. Радиопрограмма «Наше время» или «Взрослые, вход запрещен». Пожалуйста. Следующее. Открытые уроки по всем темам календаря образовательных событий. Можете найти по этим QR-кодам. Далее. Журнал для родителей и педагогов «Семья и школа». Обратите внимание, что электронный вариант данного журнала, подписка на него абсолютно бесплатная. Далее. Открытые родительские собрания. Вот то, что я вам тоже рассказывала на прошлой неделе. Уже в доступе. Пожалуйста, пользуйтесь. Следующее. Программа «Семейный час» или «Радиодача». Наверное, многие из вас слушали, так как анонсы постоянно идут о данном семейном часе. Также можете посмотреть через данные QR-коды. Далее. Марафоны Института воспитания РАО здесь. О родительских собраниях «Азбука счастливой семьи», то, о чем мы тоже разговаривали. Вот они, ваши материалы. Вы на протяжении этой недели, я получала от вас массу звонков, потому что вам стало интересно, вы хотите получить эти инструкции, вы хотите получить эти материалы. И вот вам, пожалуйста, руководство к их использованию. Дальше. Сборник классного руководителя, то, о чем мы тоже с вами на прошлой неделе говорили. Пожалуйста, практическое руководство воспитателю о воспитании. Тоже пользуемся. Далее. Всероссийский конкурс «Воспитать человека». Материалы конкурса тоже можно увидеть. О самом конкурсе тоже можно увидеть. Мониторинг ценностных ориентаций также можно посмотреть. Уважаемые коллеги, я надеюсь, еще раз повторюсь, что в конце нашего заседания мы обязательно откроем вам доступ. Вы можете скачать все презентации всех докладчиков, которые выступали до этого в первой части нашего заседания. Ну и также те материалы, о которых мы сегодня расскажем. Еще несколько вопросов, да. Этот сборник нам доставят, нас спрашивают наши слушатели, и можно ли скинуть презентацию на электронную почту? Уважаемые коллеги, давайте договоримся так. Вас очень много. Более 5000 классных руководителей работает в нашей республике. Естественно, каждому из них мы не можем направлять наши материалы. Еще раз повторюсь, что сегодня же мы их разместим вместе с новостями о данном заседании в новостной ленте, разместим на портале «Открытое образование Республики Коми», и в конце нашего мероприятия вы также можете открыть, и данный сборник вы тоже сможете скачать. Хорошо, понятно, да? Хорошо. Ну что же, а теперь мы переходим к следующему
Да, я хотела поблагодарить за первую часть мероприятия старшего методиста Центра воспитания Подорову Светлану Евгеньевну, она сидит рядышком, за организацию данного заседания, а также я передаю слово Кармановой Юлии Владимировне, старшему методисту Центра воспитания и социализации личности, которая сейчас с вами проведет установочный вебинар по подготовке следующего внеурочного мероприятия, которое посвящено Константину Эдуардовичу Циолковскому. Пожалуйста, Юлия Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех рады приветствовать. Тех, кто, несмотря на то, что уже 5-й час, нас внимательно слушает. И, как уже сказала Анжелика Васильевна, наша встреча посвящена сегодня юбилею, 165-летию Константина Эдуардовича Циолковского. И как раз этой памятной дате будет посвящен следующий разговор о важном, ваш классный час, который, я надеюсь, все удачно проведут 19 числа, да? Или рядышком в датах, да? Значит, о чем, небольшая такая, да, преамбула. Мы все прекрасно с вами понимаем, коллеги, что великий человек, великий ученый-самоучка, который известен на весь мир. В нашей стране, естественно, он очень известен как родоначальник науки о космонавтике, его называют отцом космонавтики. И очень многие удивляются, и взрослые, и ребята учащиеся, что Константин Эдуардович даже не учился в школе. Он не учился в институте, он действительно гений, самоучка, который с детства, несмотря на инвалидность, он был практически глухим человеком, потому что в детстве перенес очень серьезное заболевание. Потом сразу через несколько лет потерял мать. И вот два таких события, да, достаточно, конечно, печальных, трагических, в его детстве не помешали ему стать тем, кем он стал в науке, в космонавтике. И я так думаю, конечно, он заслуживает нашего внимания, заслуживает внимания учащихся с начальной школы до ступенек среднего профессионального образования. Да? И вот сейчас вот мы, коллеги, с вами посмотрим, что нам предлагают разработчики. Секундочку. Угу. Да. Да, вот посмотрите, да, сейчас мы... Не трогать, ага, все. В чате скину ссылку. Да, в чате, посмотрите, у нас ссылочка есть. Сразу, коллеги, хочу еще отметить, перед тем, как мы с вами приступим ко всем интерактивным формам, да, и к тому, что у нас загружено на сайте, необходимые все ссылочки, всю информацию вы можете найти, да, на сайте «Единое содержание общего образования» раз, на Академии повышения квалификации АПК и ПРО. Дальше, коллеги, ВКонтакте очень много групп у нас, посвященных разговорам о важном, где вы можете скачать материалы. Если, например, там будет какая-то техническая возможность, в одной группе не получится это сделать, можно сделать в другой. Например, IT-учитель или помощь учителя, или группа разговора о важном в помощь учителю. То есть, пожалуйста, смотрите, ВКонтакте очень много таких групп, которые придут к вам на помощь. Дальше, на нашем сайте Института развития образования, вы, наверное, уже знаете, что в нашем рубрикаторе справа есть рубрика «Разговоры о важном», в котором вы точно так же можете зайти, получить всю необходимую информацию, обо всех новшествах узнать и о проекте «Классный марафон» в целом, да, ну и, конечно, обо всех темах разговоров о важном. И также всем очень советуем подключиться в телеграм-канале на группу «Разговоры о важном», которая оповещает нас
о самых-самых последних изменениях, обо всех новинках. И вот буквально перед тем, как сегодня прийти с вами на встречу, пришла информация о том, что завтра, точно так же через YouTube, через Рутуб, через Контакт, вы можете посмотреть федеральный вебинар на эту же тему. Если вдруг кто-то сегодня по каким-то причинам не смог присутствовать рядом с нами, вместе с нами, да, какие-то остались вопросы непонятыми, что-то действительно недопоняли, может быть, будет возможность еще раз окунуться в эту тему и завтра уже на федеральном уровне задать свои вопросы. Это будет в 4 часа 15 числа, в 4 часа трансляция на Ютубе, Рутубе и в группе ВКонтакте «Разговоры о важном». Итак, давайте мы сейчас, коллеги, с вами обратим свое внимание, кто из вас уже на этом сайте бывал неоднократно, конечно же, знают, что материалы представлены по любой теме у нас по возрастам. Посмотрите, это начальная школа представлена 2 возрастными группами. 1, 2 класс и 3, 4. Дальше это 5 и 7 классы, 8 и 9, 10 и 11 класс. И сюда же у нас приравнена ступенька СПО, да, среднего профессионального образования. Посмотрите, каждый возраст представлен у нас сценарным ходом мероприятия, где все очень подробно расписано. Дальше идут методические рекомендации, как, с чего начинать. Обычно начинается с просмотра видео. В каждой возрастной группе вы всегда начинаете с просмотра видеоролика. Вот. Дальше уже следуете по сценарному ходу, переходите к интерактивным формам. Ну вот давайте вот мы сейчас посмотрим. Я очень надеюсь, что у нас позволит нам. Шел? Немножечко видео у нас запаздывает. Пока слышим только звук. Тоже приятно. Тоже приятно. Угу. Коллеги, к сожалению, ролик очень долго грузится. Он очень яркий, потрясающий. Можете мне поверить, если кто-то из вас еще не смотрел. Ага, вот. Угу. Возвращаемся на нашу основную панельку. Вот обратите внимание, да, видеоматериал, видеоролик, он для каждой возрастной группы свой, да, то есть они не повторяются. И это, я считаю, огромный, конечно, плюс и заслуга разработчиков, да, данного портала. Вот, а теперь давайте посмотрим интерактивы, да, то есть обучающие наши ресурсы. Вот такие вот интересные и несложные задания ознакомительного плана. Аллея космонавтов в Москве. Мы все прекрасно с вами знаем, это известнейшее место в нашей стране, в Москве, на ВДНХ. И вот подобные интерактивные задания представлены во всех возрастных группах.
Я так думаю, здесь идея понятна, да? Так, давайте, коллеги, обратим внимание, да, что у всех у нас должен быть представлен, да, вот такой вот плакат. Так, у нас он сегодня был, да? Так, Александр Михайлович, можно на него вернуться в данном случае? Регистрация экрана нужна? М? Регистрация экрана нужна? Вот, посмотрите, да, то есть этот плакат, он представлен. Мгм. Он представлен для всех возрастных групп, для всех классов. Именно с него как раз мы и начинаем нашу работу. И теперь мы возвращаемся, да, к разговорам о важном. Давайте теперь обратим внимание на другие возрастные. Ага. Извините, да. Угу. Теперь давайте посмотрим, ну, скажем, 5-7, да? Также мы сейчас увидим ролик. Я так думаю, что сейчас сбросит. Да, вот пишут нам педагоги в чате, что звука почему-то у вас вы не слышите. Коллеги, звук есть, и все прекрасно слышно. Да. К сожалению, видите, есть технические еще моменты. Мне кажется, что это связано вот с основной, наверное, да, панелью, потому что у нас все открывает. Очень хочется надеяться, что интернет вам позволит, коллеги, познакомить учащихся с тем содержанием богатым, которое разработчики нам предоставили. Очень хочется на это надеяться. И если вдруг у кого-то что-то не будет совсем открываться, мы все материалы скачиваем, коллеги, в Криро обязательно, хоть объем там и большой, вот, но они у нас все есть, и ссылочки есть также, да, на Яндекс.Диск, с которого вы можете скачать все материалы. Я так думаю, что вы уже знакомы. Вот, пожалуйста, обратите внимание, в рубрике «Инструкция», да, если вы зайдете, то на Яндекс.Диск вы можете попасть, и именно с Яндекс.Диска уже скачать все материалы. Угу. Как раз 3 разработки. Вот как раз 3, да, разработки. Так. Ну и давайте посмотрим 10-11 класс. Так, видео, да, я так думаю, что мы уже не будем загружать, да? Давайте посмотрим, может быть, интерактивно у нас откроется. Количество команд, да? То есть здесь вы уже понимаете, да, что у нас будет разделение, да, учащихся на команды и определенные, да, задания идут по теме космонавтика, по теме спутники, Земля и космос. Интерактивные элементы. Угу. И вот постараемся найти, да, то есть что задание на соответствие. Где мы видим комету, где мы видим созвездие Большого Пса, да, и при нажатии слова «проверить» потом у нас выходит правильный или неправильный ответ. Угу, так. Коллеги, может быть, какие-то есть сейчас у вас вопросы?
пожелания, предложения? Кто-то вот написал у нас, что да, смысл сейчас нам тратить время на просмотр роликов, да, но если действительно у нас, может быть, как-то подвисает что-то, да, или скорость не соответствует. Угу. Еще раз хочу сказать, коллеги, что если у кого-то еще остались вопросы, вы можете завтра посмотреть вебинар на федеральном уровне, также во всех группах, да, которые мы перечислили. И обязательно обращайтесь к Яндекс.Диску, на котором вы можете скачать все необходимые материалы по 3 темам разговоров о важном, ну и, конечно же, о нашем великом ученом Константине Эдуардовиче Циолковском. Вот кто-то нам пишет, что все открывается на ИСО. Да, ну, конечно, там, да. Самое главное, коллеги, чтобы были технические возможности у вас, и все, я так думаю, пройдет великолепно, потому что действительно разработчиками все представлено, система вся представлена, как говорят, только бери и работай. И мы, конечно, хотим со Светланой Евгеньевной пожелать такой максимальной отдачи, интеллектуальной, эмоциональной от ваших обучающихся, чтобы у вас все открылось, получилось. И ждем вас на наших следующих вебинарах, посвященных разговорам о важном. Светлана Евгеньевна, что-то можете Да, сказать? спасибо большое, Юлия Владимировна, за ваше выступление. Очень хотелось бы, чтобы помогали действительно наши выступления нашим коллегам. И мы еще раз хотим вас поздравить с началом учебного года. Да, удачи, успехов, терпения, всего хорошего. Доступны для скачивания. Файлики доступны для скачивания. И файлики, Да, вот доступны файлы вы сейчас для видите, да? скачивания. Вы можете сейчас их скачать после нашего завершения. Да, благодарю всех за участие. Спасибо большое, что подключились, что слушали нас. И всего хорошего. Вопросов нету, да? Вопросов, я так понимаю, да? наверное, нету, да.